связи с нами Роман. Он приобрел у нас бота. Напомните, пожалуйста, Роман, у вас на Киви или на обычных картах? Пока только на карте. Отлично. Хочу сказать, что появился бот, который торгует на Тинькове. То есть у нас теперь бот на Киви, на Сбербанке и на Тинькофф есть. Вы бы могли поделиться с нами впечатлениями, какие преимущества у бота есть, может, какие-то недочеты есть, чтобы мы могли что-то исправить? И вообще, стоит ли нашим ученикам, которые находятся на стратегии, приобретать этого бота? Порекомендуете вы или нет? Конечно, порекомендую. Во-первых, когда вы ставите цену и хотите все быстро продать, просто физически вы этого не сделаете, не сможете сделать. Потому что, когда у вас падает 1, 2, 3, 4 заявка подряд, бывают такие моменты, что они прям сыпятся. То есть вы вручную, вы просто должны останавливать тогда объявление, и, естественно, обрабатывать каждую заявку вручную, проверять, пришли деньги, не пришли, сверять там имя, фамилия, отчество, если это Сбербанк. Это, конечно, время. И постоянно приходится останавливать объявление само. В чем преимущество бота? Он делает все это в автоматическом режиме, проверяет СМС, проверяет оплату, проверяет в локале имя, фамилия, отчество и отпускает битки. Второе преимущество бота – это он постоянно передвигает цену. То есть вам не надо постоянно вручную сидеть и менять цену, когда там биток растет или падает, то есть есть стоп-цена. Визуально показать могли бы, как выглядит бот, как параметры настраивать? Сам бот, вот он, да. То есть цена у меня стоит сейчас 480. Если по той цене, по которой сейчас можно закупиться, эта цена там 464, грубо говоря, где-то в этом диапазоне, то если мы сейчас закупимся по 464, мы можем распродавать через бота, выставить правильно настройки по 480. То есть мы встаем в цену, здесь настраиваем расчет цены. Ставим это отдельно можно... Слева, получается, есть настройки, что можно настроить в боте, все верно? То есть здесь можно закончить сессию, но я еще не заканчиваю. Нижний порог – это цена, от которой вы будете продавать. То есть, наверное, в локале все видели, что есть от 100 рублей, от 500, от 1000. В принципе, можно поставить 500 рублей, потому что это будет делать бот. Но если это делать руками 500 рублей, и все прогонять, то есть здесь, конечно, это будет сложновато все это делать вручную, будешь постоянно останавливать объявления, и все это будет очень долго происходить, распродавать ты будешь долго. Потом расчет цены, здесь как идет? Если мы поставим, например, 10, это мы от объявления, у которого есть на 1000 рублей, которое мы выставили в нижнем пороге. Если у него объявление, от этого объявления, у кого есть на 1000, мы будем стоять 10-й от него. Изменить цену, это на какую цену он постоянно будет менять и передвигаться от наилучшей и худшей цены. То есть в этом диапазоне. То есть бот сам настраивает цену, Вы задаете параметр? Все. Да, и он передвигает постоянно цену. То есть вот вы 10-м всегда будете. Можно поставить, если быстро хотите распродать, то есть смотрите, в чем фишка здесь, позиции, списки, Это если вы поставите там, первый это не надо ставить, первый там в очереди, потому что там, если вторым, то у вас распродастся все, я так думаю, минут за 20-15. Он просто все распродаст. Если все летит, он просто всем все распродаст. Я обычно ставлю 3, 4, 5. И если вы хотите по хорошей цене, то есть больше процентов получить, то ставите где-то в 8-й, 9-й позиции. Но придется ждать заявки подольше. Стоп-цена, это как она рассчитывается? То есть минус 10 это можно поставить там 100 рублей, и от 100 рублей плюсом там будет передвигаться цена. Здесь, смотрите, здесь надо этими настройками миграции подбирать постоянно, смотря что вы хотите. Какой-то оптимальный вариант нужно, подобрать для себя? Здесь два варианта. Либо можно поставить среднюю какую-то, там 4-5, и стоять там 4-м, 5-м в очереди. Можно поставить двоечку и быстро все распродать. И от цены здесь зависит, насколько она будет меняться. А стоп-цена, я всегда здесь ставлю стоп-цену в боте, она подразумевается под тем, что вы закупились по 460, к примеру, вы добавляете весь процент, круг процента, который вы там закуп, продажа и плюс там за закуп, еще. То есть 20,5% вы прибавляете там к этой цене, и у вас получается там сумма, например, 474, так образно. И вы сюда ее выставляете, то есть это без убыток. То есть если цена пойдет вниз, вы ниже робот цены просто перестанет торговать, да? Да, он просто перестанет продавать и перестанет работать. Если цена пойдет опять на 74 100, то он опять заработает. Он возвращается и опять распродает.
Это как я всегда ставлю без убыток. А вы можете сказать, пожалуйста, Роман, насколько улучшилась работа, то есть в процентном соотношении, когда вы начали пользоваться ботом, по сравнению с тем, когда просто сами распродавали? Но смотрите, когда я сам распродавал, я начинал закупаться там на 50 тысяч, и эти 50 тысяч полдня продавал. А ботом я могу прогнать за полдня 3 раза по 50 тысяч. Вот поэтому бот и удобен тем, что он быстро все распродает. И по разным ценам. Ну, хорошо, спасибо, Роман, что поделились своим опытом по пользованию бота. Надеюсь, всем было полезно. Вам хороших торгов, Роман. Всего доброго, Спасибо. до свидания. До свидания.